Кобяйский район впервые в своей истории принял главный национальный праздник республики – 19-й Ге Холонхо. За 3 дня здесь собрались более 15 тысяч гостей и участников. В Кобяй приехали делегации со всей Якутии, а также гости из других регионов России, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Республики Корея. Подготовка к празднику началась задолго до его открытия. В местности Угунхону возвели десятки новых объектов – тюгюльге, павильоны на слегов, площадки для проведения обрядов, столы, скамейки и места отдыха. Для гостей оборудовали палаточный городок и подготовили места размещения в социальных учреждениях села. Несмотря на сложную транспортную логистику, в организации праздника приняли участие сотни жителей Кобяйского улуса. Одним из главных символов нового пространства стал 21-метровый Ал-Лукмас, второе по высоте священное древо в Якутии. Его выполнили в форме капли. На древе отражены символы Кобяйского улуса, главным из которых стала вода. Все потому, что на территории района расположено около 30 тысяч озер. Идея девиза прослеживается и в оформлении площадок. В символике праздника нашли отражение образы воды, кобяйского карася, природных богатств района, а центральное место занимает Ал-Лукмас, один из главных символов Исыха. Всего же на торжественной церемонии открытия примут участие порядка 1500 артистов со всех уголков республики. Над церемонией открытия работали почти 2 года. За это время режиссерско-постановочная группа объехала весь Кобяйский улус, встречаясь со старожилами, хранителями традиций и местными жителями. Так родился девиз праздника. В Кобяе, где сливаются 3 реки, бьется сердце якутской земли. Эти слова символизируют место встречи 3 великих рек – Лены, Алдана и Вилюя. Есть и еще один смысл. Если посмотреть на карту, Кобяйский улус по своей форме напоминает сердце и расположен практически в центре республики. Это очень глубокая тема, и собралось очень много людей из всего Кобяйского улуса, даже из самого дальнего наслега, эвенского наслега Себян-Пёль, приехали на вертолетах и участвуют. Поэтому мы очень рады, что сумели собрать весь Кобяйский улус в одном селе Кобяй. Главная площадка праздника развернулась в священной местности Угунхону. Именно здесь Ге Холонхо открыл 3-е десятилетие Олонхо в республике. Церемония открытия объединила артистов театров, творческие коллективы и исполнителей со всей Якутии. Исполняется древний ритуал, чтобы небесные аи признали нас своими детьми. По традиции праздник начался с обряда Алгыс. Гости обратились к высшим силам с молитвой и благословением и попросили мира, благополучия и доброго пути на предстоящий год. Под звуки хамуса и аромат свежего кумыса Кобяйская земля встретила тысячи гостей. Делегации прибыли практически со всех уголков Якутии. Завершением торжественной церемонии стал массовый осохой, объединивший участников праздника в один большой круг. Все это масштабно. Понравилось. Все очень понравилось, очень хорошо подготовились. Мы очень довольны. Организация хорошая, очень довольна. Очень довольна открытием и рада и горжусь тем, что я кобяйская. Все очень понравилось, посмотрели открытие, все на высшем уровне. Кобяйцы молодцы. Я испытал, можно сказать, культурный шок в этом плане, то что очень много участников, очень классные костюмы. Вместе с жителями республики в празднике приняли участие и зарубежные гости. Делегации прибыли из Казахстана, Турции и Республики Корея. Многие уже не впервые приезжают в Якутию. А те, кто оказался здесь впервые, признались, впечатлений хватит надолго, и они обязательно вернутся снова. Да, интересно было очень понравилось. Музей получается, зимой еще раз приеду, посмотрю, еще другая атмосфера будет. Одним из главных событий Игеха стало вручение сертификата нематериального этнокультурного достояния Якутии Кобяйскому карасю. Кобяйский улус первым получил такой документ, положив начало новой традиции. Теперь районы, принимающие Ге Холонхо, будут передавать друг другу символический сертификат, представляя национальные блюда как объекты нематериального этнокультурного достояния республики.
Мы все-таки надеемся, что будет распространение более в широком формате, в масштабе, и общепит будет использовать, и появится, наверное, скоро и в кафе, и в ресторанах города Якутска, и в других районных центрах нашей республики, в улусах. Мы, жители Кобяйского улуса, очень рады за получение патента кобяйского карася. Действительно, наш символ знает вся республика, и мы очень гордимся своим любимым улусом. Познакомиться с историей и традициями Кобяйского улуса гости могли не только на концертных площадках. Символы района, национальная культура и вековые обычаи стали частью большого праздника. Вот они, главные символы Исеха Олонхо. 5 особенностей кобяйской земли. Газ, горный баран, уголь, кобяйский карась, а также 3 великие реки. Глава Якутии Айсен Николаев отметил, именно ИГЭХ в Кобяе открывает 3-е десятилетие Олонхо, новый этап сохранения и популяризации героического эпоса народа Саха, признанного ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального культурного наследия человечества. В следующем десятилетии я считаю, что у нас должен полностью заработать и артистский центр эпосы, который как раз предназначен для театра Олонхо в том числе. И считаю, что это станет таким мощным мощным стимулом, мощным импульсом развития Олонхо в целом и у нас в республике, и его выхода на мировые площадки. Программа ИГЭХа объединила более 40 культурных и спортивных мероприятий. Гостей ждали состязания по национальным видам спорта, выступления творческих коллективов, выставки народных мастеров и десятки тематических площадок. Познакомиться с Якутией можно было не только через ее историю, но и через национальную кухню. Впервые на ИГЭХе Олонхо работал гастрономический проект «Вкус улусов Якутии». На одной площадке района республики представили свои главные блюда – от традиционных мясных и рыбных угощений до старинных семейных рецептов, которые бережно передаются из поколения в поколение. Мероприятие вызвало огромный интерес, что очень радует, и мы очень надеемся на возрождение нашей национальной кухни, традиционной кухни, способов приготовления. На площадке фестиваля «Вкус улусов Якутии» ажиотаж. Несколько районов представили свои блюда. Гости Исеха Олонхо пришли все попробовать на вкус, какое же блюдо представил тот или иной район. И, конечно же, за каждым столом своя история и свой вкус. Я, например, попробую вкус Аймеконского района. Они приготовили уникальное блюдо из зайца, приготовленное по уникальному рецепту. Действительно очень насыщенный вкус. И именно такие фестивали, такие блюда помогают раскрыть традиции и, конечно же, сохранить наш национальный колорит. Естественно, с ним очень сложно готовить, оно невкусно. Я сегодня его подготовила, выдержала в рассоле, сделала меню и подаю вам как в ресторане. Проект объединил не только профессиональных поваров. Многие участники привезли блюда, приготовленные по семейным рецептам, которые сохраняются в их семьях уже не одно поколение. Для гостей это стало настоящим гастрономическим путешествием по Якутии, а для участников – возможностью рассказать о своей малой родине через традиции и вкус национальной кухни. Приготовили сисвега, потому что это с бульоном, когда скот забивает, и сразу очень вкусное блюдо и питательное. Обычно ямщики по праздникам пляшут, поэтому немножко коротко исполнили плясу. А что это за гармошка, а что это за баян, а что это за парнишка хорошо играет нам? Гастрономический проект стал еще одной площадкой, где о культуре Якутии рассказывали без слов, через блюда, местные продукты и рецепты, которые продолжают жить в каждой семье. Еще одним значимым событием стала презентация международного проекта «Эпосы народов мира». На языках 7 народов прозвучали древние сказания. В творческом диалоге приняли участие исследователи и сказители из Башкортостана, Тывы, Алтая, Казахстана и Кыргызстана. У нас корни одни, что мы родственные народы, поэтому я перевожу ваш Олонхо, который в духе наших эпосов, чтобы
петь, читать, чтобы было, как сказать, было легче всем и колоритом, вот, сохранить колорит языка якутского, вот, постараюсь. Дай Бог, чтобы якутский народ сохранил эту традицию, и каждый год, пока существует народ Саха, существовал этот праздник. О традициях изготовления хомуса рассказывали кузнецы из разных районов республики. На тематической тюгюльге «Хомус» они не только демонстрировали свои работы, но и делились секретами мастерства. Один из участников – Николай Шамаев из Вилюйского района. Изготавливать хомусы он начал всего год назад, но его инструменты уже звучат на крупных республиканских праздниках. Вот первый хомус я сделал из железной руды, сами плавили. Из него вот, сплющиваешь и делаешь вот хомус. А второй это заводского стали. Познакомиться гости могли не только с ремеслами, но и с национальными играми. Мастер из Якутска Капиталина Алексеева представила настольную игру «Рыболовство». За время праздника ее успели опробовать сотни гостей разных возрастов. Из Екатеринбурга и из Кореи играли, очень интересовались. На площадке Угунхану свои традиции представили все поселения Кобяйского улуса. Одной из самых ярких стала ураса Ниджилинского наслега. Мы из Ниджилинского наслега оформляли наши тюгюльгы, как могли, передавали весь смысл нашего села, чем он знаменит, чем богат. Все заходили, всех приветствовали, покормили. Рядом расположилась экспозиция ламанхынского венкийского национального наслега. Чтобы представить свою культуру, на Исыхе жители села преодолели сотни километров и прибыли в Кобяй на вертолете. Украшения вот привезли свои традиционные, но у нас в основном из оленевого меха, из оленьих камусов, вот наши ковры. За 3 дня Исыха на Кобяйской земле прошли десятки культурных и спортивных мероприятий. Здесь звучали олонхо и хамус, проходили состязания, работали творческие площадки. Среди гостей праздника поэтесса Ирен Дрозд и музыкант Марианна Макарова-Брахсана. Их творческий союз существует уже 10 лет. Через стихи и музыку они знакомят слушателей с культурой и духовными традициями народа Саха. У нас написано 15 песен, наверное. О хомус мы записали, Марианна, 2 года назад. И когда мой сын услышал, мама сказала, это хит всех народов. Я черпаю вдохновение от поэзии, хорошей поэзии, душевной. Еще одним ярким событием стал международный проект «Эпосы народов мира». На одной сцене встретились исполнители героического эпоса из регионов России, Казахстана и Кыргызстана. Несмотря на разные языки и традиции, всех участников объединила любовь к вкусному наследию своих народов. Я из республики Алтай. Этот инструмент называется топшур. Разрешите, я вам сыграю в башкирском народном музыкальном инструменте курай. Вот он, главный символ Исыха Олонхо, Ытык-Дора. 19-й республиканский праздник в Кобяе, где проживают всего около 3000 человек, объединил свыше 15 тысяч участников и гостей. Далее Ытык-Дора отправится уже в Ленский район, где в следующем году также соберутся делегации со всех уголков республики. Конечно, мы с своей стороны тоже постараемся, проведем у себя тоже достойно, покажем и культуру наших сел, и как мы чтим и заветы предков своих. Так что мы всех ждем в гости в 2027 году. В
Впервые приняв ИГ Холонхо, Кобяйский улус стал местом встречи древних традиций и современности. Здесь бережно сохранили культурное наследие предков и показали, что оно продолжает жить, объединяя людей разных поколений и национальностей. 3 дня Кобяй жил в особом ритме. Здесь звучали Олонхо и Хамус, водили отсохой, благословляли землю и встречали гостей со всего мира. ИГ завершился, но его главная идея – единство народа, уважение к своим истокам и связь поколений останется с теми, кто стал частью этого большого праздника.